Образцом для подражания, конечно, были царские хоромы в столице, но тоже делалось по принципу подобия, тоже в виде анфиладная система. Давайте обратим внимание на эти окна. Вот так сейчас они выглядят с улицы. Да, вот эти окна, вот начало балкона, вот это как раз вот это окно начинается. Отойдем и попробуем увидеть все здание. Но здание это часть комплекса. Давайте отойдем еще дальше и увидим комплекс целиком. И вот как сейчас делают при реконструкции, вывешивают некую картинку, мы тоже повесим картинку. Это картинка плана. То есть центральный дом и два флигеля, южный и северный. Ближе к нам находится северный флигель, и между этим флигелем и старым зданием был парадный въезд в генеральский дом. А сейчас давайте представим, что мы откроем окно и услышим звуки 150-летней давности. Что здесь звучало, какие были звуки. Мы не услышим автомобили, еще это в помине не было, да? А услышим звуки, которые в кино издавна использовали вот это приспособление. Именно так до недавних еще времен, сейчас все компьютерно делается, да, изображали конские цокот с мостовую. И вот сегодня мы как раз поговорим о лошадях, об этих удивительных животных. Я просто хотел с вами поделиться своей радостью и восхищением перед этим существом. И мы сейчас быстро так пробежимся в течение часа, посмотрим, какой след оставила лошадь в нашей жизни, в нашей цивилизации. И окажется, что вокруг нас очень много всего лошадиных, да и сами мы, как говорил Маяковский, все мы в чем-то лошади. Ижевск и вообще любой уездный город, и вообще середина 19 и конец 19 века – это расцвет кузового транспорта. То есть лошади были везде, все перевозки совершались на лошадях. И вот здесь недалеко тоже все было связано с лошадьми, была конюшня. И верхом сидеть, в седле, это естественно, это норма была, это обычное состояние для всех. Причем к этому моменту отношения между людьми и лошадьми приобрели какие-то особые формы. Слишком через многое прошло перейти. Мы сегодня затронем и военные аспекты применения лошадей. И вот сама упряжь, сама устройство, вот все, что приспособление помогало человеку